У фінальнай гульні паміж сабой сустракаліся каманды сярэдніх школ нумар 1 і 24. Трэці па ліку розыгрыш Кубка Меркурыя стартаваў у сярэдняй школе нумар 1 на восеньскіх канікулах. Тады прайшлі гульні групавога этапа. Удзел у спаборніцтвах прымалі звыш 200 юных футбалістаў ва ўзросце да 13 гадоў 16 школ Брэста. На зімовых канікулах барацьба за высокія месцы прадоўжылася ў гульнях плэй-офф. І вось у напружанай барацьбе вызначыліся пераможцы. Гэта футбольная каманда сярэдняй школы нумар 1. Очень сильный соперник, и игра зашкаливает просто. Темп и скорость тут. Была очень сильная борьба. Было интересно играть, потому что соперники были сильнее. Падобныя спаборніцтвы праводзяцца з мэтай прапаганды здаровага ладу жыцця, масавага прыцягнення дзяцей да занятка фізічнай культурай и спортом, популяризации мини-футбола. Нам, как организаторам, очень приятно, что матч за третье место, кстати, был очень интересный, а финал получился вообще очень хорошим. Всем понравилось, была борьба на удивление. Конечно, первая школа была фаворитом в этом турнире, но молодцы соперники, они проявили характер, волю и почти сумели фаворита поддернуть. Поэтому эмоции зашкаливали в конце. Конечно, очень приятно, что так получился финал. Пераможцам заслужаныя ўзнагароды. Акрамя кубка за першае месца, медалёў і дыпломаў, каманда пераможца атрымала таксама комплект формы для гульні ў міні-футбол. Спецыяльныя прызы былі для лепшых ігракоў кожнай каманды ў індывідуальных номинациях. 64 матча прошло. В этих матчах было забито более 350 голов. То есть результаты говорят за себя. И, конечно же, вот то, что наши дети занимаются спортом, это в первую очередь здоровье. И мини-футбол – это же коллективная игра. Здесь недостаточно индивидуального мастерства, а умение работать в команде – это говорит о многом. Поэтому мы очень довольны результатами. И, конечно же, сегодня мы уже думаем, как нам очередной наш турнир, чем его украсить, что нового внести в это. Будем работать уже сегодня над этим. Юрий Печур, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».